Мы тогда заявляли об этом, что Россия не остановится на Чечне. То, что Джохар Дудаев говорил в 1995 году о том, что Украина и Россия еще схлестнутся на непримиримых, это был 1995 год. Мир просто сидел и наблюдал до 1922 года. Даже в 2014 году, когда Путин совершил аннексию Крыма и начал войну на востоке Украины, мир не отреагировал должным образом на это. Кадырова не любят, Россия тоже не любит. Вы знаете, есть такое общее понятие: предавший раз, предаст второй раз. И вот такое отношение Кадырова, оно не менялось у силовиков и силовых ведомств России. Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, ви на YouTube-каналі Pro.ua, майданчику вільних думок, майданчику відкритого мікрофону, де ми говоримо про різні теми, не цураючись їх обговорювати. І сьогодні маю честь представити нашого гостя, котрий завітав до нашої студії. Це голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмет Закаєв. Добрий день вам. Добрий день, Василій. Я дякую, що ви завітали. Я буду намагатися максимально простою українською мовою говорити. Розумію, що ви не дуже добре розумієте її, але ми сьогодні обговоримо питання того, що відбувається в Чечні, питання того, як російська центральна влада поводить себе щодо Чечні. Ми поговоримо, звісно, про персону Рамзана Кадирова. Ми обговоримо чеченських добровольців, які воюють за Україну. Перш ніж ми це зробимо, друзі, я вас попрошу підтримати збір, який команда YouTube-каналу Pro.ua проводить на потреби спецпідрозділу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії. Це збір на 10 дронів Матріс 4Т, сума його складає 2 мільйони гривень. Підтримайте, будь ласка, українських захисників. Отже, ми сьогодні, говорячи, фактично відзначаємо третю річницю з офіційного визнання Україною Чеченської Республіки Ічкерія, яке відбулося 18 жовтня 2022 року. Сьогодні маємо вже листопад 2025 року. При цьому це було офіційне визнання окупації, тимчасової окупації, ми всі це віримо, тимчасової окупації Росією цих територій. При цьому так само Україна засудила геноцид чеченського народу та не визнала керівництва Рамзана Кадирова. А дуже схоже, що зараз поступово підбирається період, коли і в російській владі відбувається певний розкол щодо еліт і невизнання Рамзана Кадирова. Тому що за останній час набула така поширення історія, що в Держдумі вибухнув скандал Російської Федерації Держдумі навколо ініціативи перейменування колишніх козацьких станиць в Республіки Чечня. І ці станиці з'явилися під час якраз російської імперської колонізації Північного Кавказу. Розгорілося великий скандал, хоч він насправді, багато хто каже, ну по факту, по суті, висмоктаний з пальця, можна так сказати. Це скандал, який відображає ставлення російської влади до Рамзана Кадирова. Мовляв, в Росії почався розкол на базі ставлення до цього персонажа. З нього почнемо. Пане Закаєв, Кадиров, справді є розкол в Росії, розкол еліт щодо ставлення до нього? Нет, конечно, я в этом конфликте, о котором вы сейчас только что сказали, не вижу никакого раскола. Кадыров, Рамзан остается, безусловно, лояльным центральной власти, Путину и тем, кто его поставил там. Лояльность он подчеркивал всегда и подчеркивает. А вот эти перепалка с преступником, с военным преступником Шамановым, это не раскол каких-то там, не раскол между ставленниками и патронами. Кадыров – это путинская марионетка. И, конечно, он будет следовать всему, что исходит от Кремля. И в то же время, так как он себя представляет главой или там Чеченской Республики, ему иногда приходится делать реверансы в адрес чеченского общества. В чеченском обществе Шаманов воспринимается как военный преступник, как человек, который глумился над
женщинами, детьми, уничтожал целые населенные пункты, вырезал и участвовал вот в массовых убийствах чеченского народа. И, конечно, Кадыров, коллаборант Кадыров, он понимал, находясь очень в тяжелом физическом состоянии, он болен, и, конечно, он сейчас пытается во что бы то ни стало обеспечить преемственность передачи власти кому-то из своих членов семьи. И в этой ситуации, конечно же, ему необходимо было сделать реверанс в сторону чеченцев, чеченского общества. Да, чеченцам очень понравилось, допустим, то, что сказал Кадыров относительно Шаманова. А в стратегическом отношении для Кремля Кадыров не представляет никакой угрозы. Они уверены в том, что он будет до конца лоялен и будет выполнять их установки. І так оно і є на самом деле. Я просто додам контексту. Справа в тому, що Держдума підтримала цей законопроект у першому читанні, але на цю ініціативу якраз різко відреагував депутат, згаданий паном Закаєвим, Володимир Шаманов, який був командувачем ВДВ російських десантників під час війни з Чечнею, і якого якраз вважають російським націоналістом, про всі ті злочини, якого ви щойно чули у відповіді. Шаманов заявив, що з території Чечні намагаються стерти історичну пам'ять про росіян. На це Кадиров, правда, тільки через тиждень, назвав Шаманова гієною, звинувативши депутата у вбивстві мирних жителів під час війни в республіці. Тобто ви це пов'язуєте з тим, що він заграє з чеченським все ж таки народом, Кадиру я маю на увазі. Йому потрібно це для передачі влади подальшої. Але з іншого боку, багато хто бачить в цих діях щодо Кадирова, що пропагандисти дозволяють щодо нього різкіше висловлюватися, робити якісь такі критичні заяви. Раніше такого не було. Нет, в принципе, всегда были какие-то... Кадырова не любят, Россия тоже не любит. Вы знаете, есть такое общее понятие. Предавший раз, предаст второй раз. Угу. И вот такое отношение Кадырова, оно не менялось у силовиков и силовых ведомств России. России считают, силовики, генералы считали, что они, Кадыров, благодаря Путину, украли у них победу над чеченским народом. Вы знаете, русские проиграли Первую русско-чеченскую войну. В любом случае, публично об этом было заявлено. Они пошли на перемирие, в последующем на подписание мирного договора. И генералитет российский тогда был оскорблен до глубины души, что вот им не позволили добить чеченцев до конца. И что якобы политическая целесообразность преобладала над военным мощью, над военным могуществом России, которые могли бы просто проутюжить Чечню и оставить только одно место, ровное место. Им якобы тогда Ельцин не дал это сделать. И вот когда началась вторая военная кампания, Путин уже окончательно, став во главе государства, дал волю и сказал, что он пойдет до конца, и что он даст военным довести дело до конца. Тем более, когда его представлял Ельцин в Кремле в качестве своего преемника, он его так и назвал, хлопнул по плечу, сказал, что Владимир Владимирович Путин – это окончательное решение чеченского вопроса. А мы по истории знаем окончательное решение, которое озвучил Гитлер относительно еврейского народа. Один к одному Ельцин повторил эту фразу, но никто на это не обратил внимания. Ну, для Путина это было наставление его патрона. И он обещал, что он это выполнит. И поэтому он начал жесточайшую. Это Алды и другие населенные пункты, массовые убийства народов, расстрелы гуманитарных коридоров. Вы знаете, выстроилась колонна, которой этот же Шаманов закрыл проход на сторону Ингушетии, когда из Чечни. Сначала они потребовали, чтобы чеченцы покинули. Всех, кто останется на территории, будут рассматриваться в контексте экстремистов, террористов и бандитов и подлежать физическому уничтожению. И чеченцы стали выводить женщин, детей, больных из Чеченской республики. И выстроился вот этот коридор 10-12 километров до
сторону Ингушетии. Они, использовав эту ситуацию, с двух сторон прошли немецкая армада колонн, российская армада колонн с двух сторон. А в последующем, когда эти колонны вышли на окружение города Джахар, города Грозного, этот коридор они расстреляли. 12-километровый коридор с чеченскими беженцами они расстреляли. Это не мои измышления. Это вот те факты, которые были зафиксированы правозащитными международными организациями. Amnesty International, Human Rights Watch, даже российский так называемый мемориал. И вот вся ответственность за эти преступления, это было одно из этих преступлений, которые совершили Путин, Шаманов и все те другие военные. Конечно же, в этой ситуации и Путин, и Шаманов являются преступниками. А в последующем, когда он начал заигрывать, Путин начал, став уже президентом, заигрывать с западными политиками, чтобы усыпить их бдительность, им нужно было, чтобы все злодеяния, которые совершались в Чечне и были совершены, были возложены на самих чеченцев. И вот тогда и они возложили и переложили эту ответственность на Кадырова-старшего. Кадыров-старший, когда понял, как Путин его разыграл, он начал выступать против, они его убили, потом поставили его сына, человека, жесточайшего человека, который жаждал власти, жаждал богатства. Вот они переложили это. А сами военные, которые, и, естественно, Кадыров и его окружение стали брать в свои руки основные позиции на территории республики. И с этого времени у них начался конфликт и между военными генералами, которые хотели продолжать угнетать, убивать, уничтожать и получать за это вознаграждение, и особенно спецслужбы, ФСБ, ГУР и другие. Вот с этого времени Кадыров, он им ненавистен, но в то же время его покрывает Путин. И поэтому вражда между ними и Кадыровым, она продолжается по сей день. Но это не означает, что Путин или Кадыров будет когда-либо выступить против Путина и против Кремля. Тобто шукати якогось такого прихованого, скажімо, позитивного підтексту в тому, що щось там розпадаються, ці зв'язки, не варто? Абсолютно нет, конечно нет. Он абсолютно встроен в эту систему, которую выстроил Путин, и он выполняет определенную функцию вот в той системе управления Российской империей, вертикали власти, которую установил Путин. Але його стало менше, пане Закаєв. От від Кадирова публічно стало менше. Це через здоров'я? Он болен. Да? Он просто болен, да. И иногда его показывают разных этих самых, или показывают какие-то старые съемки. Он физически болен, поэтому его видно редко. Окей, будемо рухатися далі. Ви щойно розповідали про ті звірства, які вчинялися щодо чеченського народу під час війни з Росією. Я буквально на днях натрапив на свіжий фільм, адаптований українською мовою, фільм виробництва BBC про Україну, про перші дні війни, про президента Зеленського. Там просто оновилися згадки про Бучу, про багато тих звірств, які росіяни вчиняли, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Вони, вочевидь, продовжують це ж саме робити і далі. І тут насправді напрошується дуже багато паралелей. Зрозуміло, що Україна, в порівнянні з Чечнею, це значно більша країна. В якійсь мірі нам пощастило завдяки нашим силам оборони, що ми встояли. Зараз треба це цінувати, що ми стоїмо, навіть попри окупацію 20% території України. Чечня не зуміла зберегти незалежність і зараз поневолена. Мені цікаво, які процеси відбуваються зараз всередині? От коли є спостереження за Україною, за війною в Україні, що відбувається зараз в Чечні? В этих вопросах надо быть, в первую очередь, объективным нам всем. И вам, и тем, кто сегодня проводит параллели между чеченской войной между Россией и Чечней и войной между Украиной и Россией.
Начнем с того, что Украина 40 с лишним миллионов населения. Украина более 600 тысяч квадратных километров территории. Украину, которая сегодня поддерживает практически весь цивилизованный мир. Более 40 государств, которые Рамштайн, которые с самого начала начали поддерживать Украину и поддерживать в этой войне. И теперь возьмем Чеченскую республику и чеченский народ. Противник у нас один – Россия. 16,5 тысяч квадратных километров вся территория. Население 1,5 миллиона. И последнее сопротивление чеченцев, небольшой отряд чеченских сопротивленцев, были убиты в 21 году. И мы были оставлены всем миром один на один с Россией. Мы не получили ни одного патрона со стороны. Мы не получили поддержки ни от одного государства, ни от одного международного института. Весь мир заявил, те даже международные институты, которые были призваны выступать против вот таких агрессивных войн, заняли сторону России, заявив о том, что Чечня – это внутреннее дело России. И вот в этой ситуации и наша борьба продолжается по сей день. Да, наша территория оккупирована, да, наш народ находится сегодня в подневоле, да, сегодня установлен жесточайший диктаторский режим, который уничтожает чеченцев, пытается сломать дух чеченского народа. Но в этой ситуации чеченцы были вынуждены сгруппироваться, работал инстинкт самосохранения нации, народа. Так с нашей историей происходило и раньше, прошедшие века. Кавказская война унесла более 60% в войне с Российской империей. Население было убито 60%. Советская Россия, Советская империя, 50 с лишним процентов чеченцев было убито, чеченцев-ингушей в результате депортации. И вот вы знаете, сегодняшняя война, современная война с 1994 года по сей день унесла более 300 тысяч чеченского населения. Из них 42 тысячи – это дети. И, конечно, в этой ситуации сравнивать то, что происходит сегодня в Украине, и то, что происходило с нами. Но основной вопрос – насколько сегодня вдохновляюще действует ситуация в Украине для чеченцев и чеченского народа? Безусловно. Мы напрямую связываем нашу свободу, нашу деоккупацию нашей страны с победой Украины. И поэтому в большинстве своем чеченцев, те, которые боролись, стояли за свою независимость и свободу, они всецело поддерживают украинцев и Украину в этой войне. И мы уверены в том, что именно победа Украины над Россией может дать свободу чеченскому народу. И не только чеченскому народу, но и всему Кавказу, и всем остальным колонизированным народам, у которых есть желание стать свободными и независимыми. Вот в этом отношении, да, война в Украине и тот подвиг, который совершает сегодня украинский народ, он действует плодотворно, благотворно для тех, кто продолжает мыслить, думать и отстаивать право чеченского народа на свою государственность. И в этом отношении Украина стала для нас основой і подспор'ям для продовження нашої боротьби. Пане Закаєв, а от скажіть, що має статися для того, щоб імперія розпалася? Ну, от коли ми говоримо, що великі надії покладаються на Україну, на всю колаборацію, яка є в світі, підтримку України, що маємо зробити ми для того, щоб імперія розпалася, маючи спільного ворога? От що це буде маркером розпаду імперії? От як би ви це пояснили? Або по чому треба бити, щоб імперія розпалась? Очень простой ответ на этот вопрос. Вам надо начинать с того, Украине, украинскому государству, украинскому руководству, если они действительно хотят, чтобы Россия перестала быть империей,
и чтобы она трансформировалась в правовое демократическое государство, украинскому руководству нужно признать независимость Чеченской Республики. Просто признать наше гражданство, наши паспорта. И сам факт, то, что Верховная Рада сделала первый шаг, признав нашу территорию оккупированной, теперь надо сделать второй шаг. Признать политический суверенитет чеченского народа, чеченской нации. Право народа на самоопределение. Право народа осуждать любую агрессию, оказывать сопротивление агрессии. Если страна оказывается под оккупацией, нужно способствовать тому, чтобы она была деоккупирована. И только в том случае, почему становление Российской империи в новую эпоху началось же с Чеченской войны. Мы тогда говорили об этом, мы тогда заявляли об этом, что Россия не остановится на Чечне. То, что Джохар Дудаев говорил в 1995 году о том, что Украина и Россия еще схлестнутся на непримиримых, это был 1995 год. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рэкетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет, обыкновенный рэкет. Джохар Дудаев не был ни провидцем, ни пророком. Джохар Дудаев был человеком советской системы, который эту систему знал изнутри. И он знал, что коммунисты, он знал, что российские русисты, российский генералитет, он не отказался от своей идеи великой империи. Он знал, что война в Чечне начата с тем, чтобы потом в последующем восстановить свое влияние на всем постсоветском пространстве. Но тогда нас мир не услышал. Мир решил, что Россия остановится в Чечне. Украинцы, украинское государство, кроме нескольких политиков и нескольких десятков людей, которые действительно понимали и происходящее, они выступали в поддержку. Были очень немного, были добровольцы, которые пришли в Украину, вернее, в Чечню, потому что они понимали, что за этим последует. Но то, что Джохар Дудаев говорил, можно было это как бы не воспринимать. Но то, что сам Путин в 2007 году, Мюнхенская конференция, заявил о том, что они будут восстанавливать все это. Он объявил западную культуру, западную цивилизацию врагом России. И было понятно, что Путин будет продолжать войну. И недолго пришлось ждать. В 2008 году Россия совершила агрессию против Грузии. В свое время они ликвидировали до начала Чеченской войны грузинскую государственность в лице Звияда Гамсахурди. Независимая Грузия была подавлена. Был совершен государственный переворот. И снова Грузия вернулась в лоно России, под российское влияние. Последующим Чеченская война. Последующим снова оккупация Грузии. Мир просто сидел и наблюдал до 22 года.
даже в 2014 году, когда Путин совершил аннексию Крыма и начал войну на востоке Украины, мир не отреагировал должным образом на это. И поэтому и произошла агрессия полномасштабная в 2022 году. Поэтому то, что делала Россия, или продолжает делать Россия, пока она будет сохраняться как империя, нужно понимать. И то, что сегодня Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что нужно остановиться по линии фронта и отдать России 4 области Украины, это значит, подумайте сами и вдумайтесь сами. Путин за свои преступления, за те злодеяния, за то, что он уничтожал гражданские лица, гражданскую инфраструктуру в Украине, вознаграждается 4 областями украинского государства. Крым и Симферополь признается Соединенными Штатами Америки как часть России. И как вы думаете в этой ситуации, какие дальнейшие действия можно ожидать со стороны России? Только продолжение. Только продолжение. Да. Да. И поэтому сейчас, когда мы говорим, что признание чеченцев и чеченского государства как независимое государство, это начало для того, чтобы Россия перестала быть империей. И поэтому, если мы, украинцы, Европейский Союз, который поддерживает Украину в этой войне, не только из-за украинцев, но из-за себя, боясь за свою безопасность, нужно начать оттуда, откуда началась возрождаться Российская империя. Она начала возрождаться с независимого чеченского государства. Надо признать вот этот факт. И это будет началом децентрализации России и Российской империи. Это будет являться примером для других народов. А сегодня чеченский пример, он очень плачевный пример для других народов. Потому что мы понесли такие потери. И, конечно, никто из других национальностей ни на Кавказе, ни в Татарстане, ни в Башкортостане не готовы нести такие потери и такие жертвы, зная, будучи уверенными, что мир их предаст так же, как чеченцев. Но если чеченский вопрос будет, и право народа, чеченского народа на свою государственность будет признано, это уже совершенно другой вариант. Поэтому для того, чтобы, если Украина хочет, чтобы Россия перестала быть империей, ей надо признать нашу независимость. И вопрос Европейский Союз и те, кто поддерживает Украину, они должны признать этот факт. Ну, це цікаво, до речі, ці паралелі, які ви провели, вони виглядають цілком логічними, пане Закаєв. Україна зараз це країна, яка визнала офіційну окупацію Чеченської Республіки Ічкерія. Мені цікаво зрозуміти от зараз ваші зусилля як глави уряду у вигнанні. Так? От, чим ви займаєтеся, чим ви зараз головним чином опікуєтеся, працюючи по чеченському питанню? Мы сегодня не несем какие-то ответственность за социальные вопросы. Да? Мы не занимаемся ни зарплатами, ни пенсиями, ни пособиями. Мы не занимаемся обеспечением каких-то социальных нужд чеченского населения. Мы сегодня представляем именно политическую структуру. Наша основная задача – это сохранить правовую основу чеченского государства. Мы сохранили Конституцию Чеченской Республики Ичкерия, которая была принята на год раньше, чем Россия, 1992 года. Мы сохранили в основном властные структуры чеченского государства. Мы сегодня Государственный комитет обороны, который был учрежден еще в 1995 году Джохаром Дудаевым, мы его восстановили, переименовали Государственный комитет деоккупации. Мы каждый год путем кооптации пополняем ряды Государственного комитета деоккупации. Государственный комитет деоккупации, он является практически правопреемником легитимных структур власти чеченского народа. Мы изготовили паспорта, чеченские паспорта, которые мы выдаем гражданам, тем, кто признает себя гражданином Чеченской Республики Ичкерии, мы выдаем эти паспорта.
Практически мы сохранили гражданство Чеченской Республики Ичкерия, несмотря, что наша территория 100% оккупирована Россией. И в то же время мы сохраняем очень тесные контакты и коммуникации с нашим населением на территории, на оккупированной территории. У нас есть очень четкое взаимодействие. Наше правительство, целиком его нельзя назвать правительством в изгнании или за рубежом, потому что у нас наши министры, заместители и представители других структур власти находятся на территории Чечни в условиях подполья. У нас на более 60 населенных пунктах, районах, больших и малых населенных пунктах находятся представители нашей системы и нашей официальной структуры. И поэтому для нас сегодня важно сохранение этих государственных символов. И для нас важно, чтобы мы здесь, на Западе, и в международных институтах имели свой голос, который мы продолжаем. Чтобы мы не дали забыть международному сообществу, что они были причастны к трагедии чеченского народа. Международные институции, Организация Объединенных Наций, которая не сделала ровным счетом ничего, чтобы не допустить полную оккупацию, не осудила агрессивную войну России. Совет Европы, парламентская ассамблея в 1995 году, когда шла война, первая война, в разгар этой войны приняли Россию в состав Совета Европы, хотя это противоречило их собственному уставу. Европейский Союз всецело занял позицию России и в Первую, и Вторую войну, заняв и заявив о том, что Чечня – это внутреннее дело России. Все страны постсоветского пространства, включая Украину, всецело занимали сторону России в этих вопросах. Да, сегодня из-за войны в Украине у нас во многих вопросах для нашего правительства появился шанс не кануть в лето, а продолжить нашу борьбу политическими методами. И сегодня здесь, в Украине, мы не только политически участвуем, мы реально здесь воссоздаем вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. В мае месяце одним из ведомств Министерства обороны Украины и одним из ведомств Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия было подписано соглашение о создании бригады на территории Украины. И этот процесс идет. Мы здесь восстанавливаем вооруженные силы. Сегодня наши бойцы, находясь здесь, обретают опыт войны. Сегодняшняя война в Украине, этой войне нет аналога в мировой практике войн. Нет аналога. И опыт ведения этих войн имеет сегодня 3 страны. Это Украина, это Россия и это Чеченская Республика Ичкерия. Потому что мы здесь существуем не как какие-то добровольческие отряды, мы здесь существуем как система вооруженных сил нашего государства. Наше министерство, мы сегодня используем методы натовские, чтобы в последующем оно было, мы перевели на нашу систему в вооруженных силах, в вооруженных структурах на таку ж тактику і такі ж принципи, натовські принципи. Знаєте, я взагалі дуже високо оцінюю і вважаю, що це є недокомунікованим і незрозумілим для широкого загалу питанням те, що робить, наприклад, українська розвідка, створюючи національні батальйони або бригади з поневолених народів Російської Федерації. Тобто і, зокрема, чеченські, і не тільки батальйони, але, як ви сказали, бригада, і інші, нехай це будуть дагестанські батальйони, тому що це структура, яка у випадку, коли станеться так, що імперія почне сипатися, структура, починаючи від батальйону і вище, вертикальних і горизонтальних зв'язків, яка може дуже швидко встановити владу в цих регіонах і забезпечити їм стабільність, насправді. Абсолютно. Именно разница между сегодня чеченскими подразделениями и другими подразделениями, кого вы называете, в том, что мы сегодня, наши подразделения, они представляют власть.
И тем подразделениям необходимо создать и сформировать структуры власти. Допустим, Грузия сегодня, как пример я приведу, Ладо Гамсахурдия, они восстановили правительство Гамсахурдия, первого президента Грузии, независимой Грузии. И сегодня они реально начинают функционировать как правительство. И их подразделения, которые находятся, они являются структурными подразделениями грузинского государства. И точно так же нужно поступать с другими, потому что у этих республик, представителей этих республик, есть полное право восстановить свою государство и восстановить свои государственные структуры. Дело в том, что в 1992 году был подписан федеративный договор с Россией. Но этот договор был подписан на 10 лет, до 2002 года. Но в 2002 году Путин не продолжил, не пролонгировал этот договор. Он его денонсировал. И с этого времени эти республики, эти субъекты, которые подписали федеративный договор, они имеют и моральный, и юридический статус-кво, который был у них в 1992 году. И на этой основе они могут создать и восстанавливать свои структуры. Особенно те военные подразделения, которые находятся в Украине, они имеют полное право восстановиться как государственность, как субъект, восстановить свою государственную субъектность. И в этом отношении то, что мы делаем, для них является очень примером. И у них есть реальный шанс это сделать. Сегодня Украина и украинцы не будут препятствовать этому. Я фінальну тему, яку з вами хотів обговорити, це повідомлення, буквально свіжі. Радіо Свобода повідомляло про те, що з Чечні на війну проти України поїхали вже 23 тисячі місцевих жителів. І влада, на чолі з Кадировим, запевняє, що вони це зробили добровільно, а перед цим пройшли підготовку. 23 тисячі – це багато. І що вам відомо про те, як зараз відбувається ось цей рекрутинг, якщо його так можна назвати, чеченців на війну проти України? Чи доїжджають вони на війну? І які категорії? Що відбувається в цьому сенсі? Это абсолютная ложь. Это неправда. Про 23 тысячи. Про 23 тысячи чеченцев, которые побывали здесь. Мы знаем очень хорошо ситуацию. Мы знаем количество тех, которые побывали здесь. Мы со своей стороны ведем тоже подсчет и знаем, кто чем занимался. Естественно, это откладывается в наших структурах. И в Генеральной прокуратуре у нас есть полное взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины и наша Генпрокуратура. Мы делаем запросы с их стороны, какие были зафиксированы. А теперь относительно этих 23 тысяч нужно знать, что это было и кто они такие были. Кадыров, если вы помните, я хочу напомнить это всем, когда Путин объявил всеобщую или частичную мобилизацию, первыми, кто выступили против мобилизации с митингом, это была Чеченская республика. Женщины, которые вышли, выступили против. Кадыров их разогнал и в то же время сделал заявление, что никакой мобилизации со стороны чеченцев не будет. Но здесь были чеченцы, я не отрицаю это. Я хочу объяснить вам. Кадыров сделал такую вещь. Там есть центр подготовки, в Гудермесе был центр подготовки, есть он и сейчас есть, имени Путина. Они со всей пост-России собирали людей, заключали с ними большие контракты, они их привозили в Чечню. В Чечне они проходили 2 недели или 3 недели какой-то подготовки. Они им нашивали шевроны Ахмат Сила и Ахмат Полк, русские, других разных национальностей, наркоманы, алкоголики, кто подвергался и кто подписывал контракт, и их выстраивали и отправляли в Украину как чеченских добровольцев. Тобто це формально вони проходили просто через Чечню? Он их проводил просто через Чечню и представлял их как людей, как добровольцев из Чечни, потому что была квота на все регионы, распределена Россией, сколько тысяч они должны отправить нам. А Кадыров именно таким образом заполнил эту квоту. Но есть другой вопрос. То, о чем мы с вами в начале нашего разговора проговорили, относительно Чечню отправляют в качестве наказания. Чеченцев Украину отправляют в качестве наказания. Автодорожное происшествие, пьянство,
любое какое-то хулиганская выходка. Этих людей не сажают в тюрьму, их не штрафуют, их мобилизуют и отправляют в Украину. Наркоманов, всех, кто, возможно, потенциально не лояльных этой системе. Да, этот метод работает, эта ситуация есть. Но десятки или 20 тысяч чеченцев, которых отправили сюда, это не соответствует действительности. Тоді я в такому випадку хотів би вас запитати з приводу того, а що робити тим чеченцям, яких відправляють насильно ось так от, як покарання на війну в Україну, який в них є механізм, не знаю, окрім як звертатися до української розвідки з метою того, щоб здатися у полон, можливо, ви якісь забезпечуєте, як уряд Чеченської Республіки Ічкерія, ці можливості для них? Що вони можуть зробити, щоб заявити про себе, що вони не хочуть воювати, а їх сюди насильно загнали? Нет, это единственное, мы работаем с этими людьми со своей стороны. Мы им предложили, вот есть программа «Хочу жить». «Хочу жить». Да. Вот чтобы они переходили, и я не буду сейчас называть цифры, но ваше руководство знает, военное и те, кто этим занимается, что эта программа работает. И эта схема работает. Мы со своей стороны делаем эту работу, оттуда, и эта программа, она начала реально давать положительные результаты. Есть только этот выход. А то, что ты на месте ты будешь отказываться, не ехать сюда, тебя просто ликвидируют физически. Вот какая разница сегодня между Москвой и Грозным сегодняшним? В Москве за проявление нелояльности, за какие-то высказывания против властей сажают в тюрьму. А в Грозном их физически ликвидируют. Поэтому в этом отношении в Чечне выработался так называемый иммунитет. И каждый, как может, из этой ситуации выживает сегодня в Чечне. И вот один из методов, это раз получилось так, что нужно идти сюда, если направляют в Украину, это переход на нашу сторону, на сторону українців. У мене тоді фінальна теза буде, оскільки я починав із цього, цим хочу і закінчити. 18 жовтня 2025 року була рівно третя річниця визнання окупації Чеченської Республіки Ічкерія Україною. Це великий крок в будь-якому випадку, так? Те, про що ви говорили. Які є зараз напрацювання для наступних кроків? Я могу сейчас сказать о том, что, несмотря на то, что я высказывался относительно того, что не так быстро все происходит с признанием чеченского государства, чеченской независимости, но мы буквально несколько дней назад, 1 числа, здесь в Киеве прошла конференция, международная конференция, посвященная 3-й годовщине признания Верховной Радой чеченскую территорию оккупированной и признание геноцида чеченского народа. Мы благодарны депутатам Верховной Рады, мы благодарны руководству Верховной Рады, которые сделали этот шаг. И мы 1 числа со своей стороны наше правительство отблагодарило государственными наградами тех, которые участвовали непосредственно для достижения этой цели. И, конечно же, и мы благодарны всем депутатам, потому что вы знаете, что это постановление было принято единогласно Верховной Радой. Единогласно. Поэтому еще раз я выражаю благодарность депутатам. И, конечно, вот та резолюция, которая была принята на этой конференции, там изложены очень важные пункты для дальнейшего реализации вот этих пунктов, о которых мы говорили, и признание независимости. Начать нужно признание с гражданства. Вы знаете, что сегодня в Украине находятся сотни, десятки, не буду говорить, очень много людей, которые воюют на стороне Украины. И, конечно же, вопрос получения гражданства, легализация этих людей, которые находятся, погибают, получают ранения, участвуют в боевых действиях, этот процесс, к большому сожалению, замедлился. Есть проект закона, который начал готовиться, и этот закон уже несколько лет рассматривается. Ми говоримо про українське громадянство. Да, про Украинскую Раду. Вот, Ні, українське громадянство. Я и говорю и про гражданство. Да, да. И вот только лишь приняв вот этот закон,
Украина, Верховная Рада, это открывает возможности получения гражданства. И поэтому в этой резолюции было обращение ускорить принятие этого закона. И эту проблему мы донесли до руководства и Верховной Рады, и до руководства Украины, потому что люди, которые погибают, получают ранения, травмы, они обязаны заботиться и о своих семьях, и о своем будущем. А это возможно сделать только получив украинское гражданство. В этом отношении работа ведется, и я уверен в том, что вот наша конференция, которая прошла 1 числа, во многом будет способствовать тому, чтобы форсировать принятие этого закона. А с принятием этого закона уже реально можно говорить, что эти проблемы будут решены. Я вам дякую. Я на тому поставлю крапку. Дякую, що ви завітали до нас до студії. Це був Ахмед Закаєв, друзі, прем'єр-міністр, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія, з яким ми говорили про паралелі, з яким ми говорили про взаємозв'язки історичного ворога, зі знищенням імперії, якого можливе вирішення проблем як України, так і Чечні. Тут що цілком логічне. Про те, що відбувається зараз у Чечні, і про Рамзана Кадирова теж говорили. Ну і, звісно, про отримання чеченськими бійцями, котрі проливають кров за Україну, українського громадянства та цієї необхідності. Отже, на тому ставимо крапку. Я закликаю вас підтримати також, звісно, збір команди ProUA на 10 дронів Матріс 4Т для спецпідрозділу БПЛА 27-ї Печерської бригади Національної гвардії. Підтримайте його, підтримайте нас, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Будьте здорові, на все добре та до нових зустрічей.